Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы продолжаем дебаты в прямом эфире. У нас в гостях кандидаты в депутаты Народного собрания Республики Абхазия от Пицунского избирательного округа номер 9. В Пицунском избирательном округе номер 9 зарегистрировано 3 кандидатов, и 2 из них сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, уважаемые кандидаты. Здравствуйте. У нас в гостях Кубас Беслан Шутикович, по специальности инженер-технолог, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, депутат парламента действующего 5-го созыва. Ихутаба Дауд Витальевич, по специальности юрист, кандидат юридических наук, сотрудник аппарата парламента. Уважаемые кандидаты, перед тем, как мы приступим к дебатам, позвольте ознакомить вас с форматом нашей встречи. В первой части нашей встречи вам предоставляется по 2 минуты эфирного времени, в котором вы можете рассказать о том, почему вы планируете баллотироваться в парламент, рассказать о своей предвыборной программе и о себе. Таймер будет установлен на экране. Во второй части дебатов мы перейдем к обсуждению актуальных тем и непосредственно к самим дебатам. И уже в завершении встречи каждому из вас будет предоставлено по 1 минуте времени для заключительного слова. Итак, Беслан Шутикович, ваши 2 минуты для приветственного слова. Табу. Хатераску Альвлар, Хатераску Саид, Хатераску Дауд, Виталий Па. Хавокругаджа инхо, Аважлар, Раздики Псушила, Ирл Кадзум, Уизил, Иголозер Урусшила, Счарю. Дорогие земляки, 5 лет тому назад вы оказали мне честь представлять вас в Народном собрании парламента Республики Абхазия. Скажем, непростыми были эти 5 лет и для нашего народа, и для депутатов 5-го созыва. Но, тем не менее, те решения, взвешенные решения, которые принимались в парламенте, и мной лично, со всей ответственностью не опозорили ни вас, ни нас, парламентариев, в том числе меня лично. Эти непростые 5 лет, которые мы вместе с вами пережили, насыщены были разными событиями, в том числе 2014 год и последующие. Те вопросы и те задачи, которые вы ставили передо мной, частично мы с вами решили вместе. Если мы будем говорить не о законопроектах и не о постановлениях, принятых в парламенте Абхазии, то они, наверное, не меньшую роль играют в нашей стране и в развитии ее для блага нашего народа. Я перейду к тому, что у нас сделано было в нашем округе. По вашей просьбе, последние, скажем так, 2 года, потому что предыдущие тоже имели, конечно, и плюсы, и минусы, но с приходом, после 2014, скажем, года, с приходом президента Хаджинба, многие вопросы у нас в округе стали решаться более быстро. Мы, как правило... Я очень перед вами извиняюсь, но 2 минуты подошли к концу, но да у нас обязательно будет возможность еще об этом поговорить. Там имя есть. Дауд Витальевич, вам слово. Уважаемые избиратели, мне кажется, сегодня есть 3 главные проблемы, которые мешают нашему парламенту максимально эффективно решать вопросы, которые стоят перед государством. Первое, как мне кажется, заключается в том, что люди, идущие в парламент, во многом, разумеется, не все, но приходят туда решать вопросы, прежде всего личного характера, когда на самом деле необходимо решать проблемы и задачи, стоящие перед обществом и государством. Вторая проблема, как мне кажется, в большей степени заключается в том, что люди, пришедшие в парламент, к сожалению, вынуждены в нашей стране в этих условиях ориентироваться либо на позицию, либо на власть. Это, по сути, к сожалению, превращает работу в парламенте в политические баталии. И, как мне кажется, да, от этого надо избавляться. Каждый депутат должен понимать, что прежде всего он должен представлять и ориентироваться на волю своих избирателей и на свои принципы.
Третья проблема, как мне кажется, стоит в том, что профессионализм как качество уже отошел на второй план. Очень часто из-за этого получается, что законы принимаются, да, которые бывают иногда противоречат друг другу. Знаете, если говорить о себе, то так уж сложилось, что последнюю половину своей жизни я так или иначе, но проработал с правом. И мне кажется, что идя в парламент, я в принципе иду человеком подготовленным. Дело в том, что я иду не один, вот если так говорить. Никогда не важно, ведь на самом деле один человек поднимает, какой именно человек поднимает руку при голосовании. Важно то, чтобы всегда было обосновано и четко разъяснено гражданам, почему именно так поднимается рука. И я хочу сказать, что я собрал с собой единомышленников, которые будут помогать мне в случае, если я стану депутатом, в работе над законопроектами, связанными со здравоохранением, с туризмом, с экономикой. Если можно, я, да, в силу того, что у нас мало времени... Дауд Витальевич, ваше время тоже истекло. На этом первая вступительная часть нашей встречи завершена, и мы перейдем ко второй части, к обсуждению актуальных тем. Уважаемые кандидаты, попрошу одного из вас подойти к урне и достать вопрос. Дауд Витальевич, вы можете зачитать вопрос. Здравоохранение. Итак, тема для обсуждения – это здравоохранение. И Дауд Витальевич, возможно, мне показалось, но вы вложили в это слово какую-то особую интонацию. Скажите, вообще, как вы оцениваете сегодняшнее здравоохранение республики? Как я оцениваю сегодняшнее здравоохранение? Ну, мне кажется, главные проблемы в сегодняшнем здравоохранении, прежде всего, это отсутствие денег. Отсутствие денег порождает такие проблемы, как отсутствие кадров, отсутствие необходимой аппаратуры. И в результате у нас есть что есть, честно говоря. Я не хотел бы возлагать ответственность на медиков наших, но в принципе здравоохранение оставляет желать лучшего. То есть самая, мне кажется, большая проблема – это кадровый дефицит. Но при этом многие ребята, которые отучились, которые возвращаются, так получается, что они не продолжают свое обучение, у них не получается уехать там. Ну, все-таки, медики – это такая профессия, которая требует постоянной работы над собой, необходимо ездить, продолжать обучение. Что еще? Что еще хотел, если можно, я добавлю. Мне кажется, в Абхазии что необходимо обязательно ввести, это фонды обязательного медицинского страхования и фонды добровольного медицинского страхования. Это поможет нам в будущем уже как-то ориентироваться, и каждый человек будет знать, на какую помощь он может рассчитывать, соответственно, с тем, какие налоги он платит. И, не знаю, в целом так. Беслан Шутикович, хотелось бы услышать ваше мнение. Вы знаете, что у нас был принят закон о здравоохранении, но, естественно, закон работать без финансового обеспечения не может, так как Кабинет министров должен разработать акты соответствующие и так далее. В свою очередь, без финансового обеспечения, без нормативных актов, естественно, это порождает и коррупционную схему и так далее, и так далее. На сегодняшний день, безусловно, наша медицина, желать бы лучшего, но тем не менее. Основной вопрос и основная проблема, безусловно, до этого была отражена, я совершенно согласен, это медицинское страхование. Сегодня граждане, не имея таковую или не имея возможности лечиться здесь у нас в стране, естественно, выезжают за пределы ее. Я слышал, что, по-моему, в марте, если я не ошибаюсь, уточнял этот вопрос, вводится медицинское страхование на территории Абхазии. Граждан, по-моему, с российским гражданством, то есть, которые большую часть или... Это согласно соглашением, да. Соглашением, да.
что, безусловно, облегчит жизнь нашим гражданам. Сегодня у нас такая схема, что гарантийным письмом гарантирует наше Министерство здравоохранения лечение, но не оплачивает поездку. То есть человек выезжает за страну, за пределы страны, оплачивается операция, но поездка туда, значит, нахождение его в больнице, безусловно, ложится на его плечи. И это сложно. Кроме того, мы знаем случаи, когда наши граждане выезжают за пределы в недружественную, скажем, там, республику. Это тоже фактор и показатель того, как работает и что мы сегодня можем предложить нашим гражданам в плане здравоохранения. Можно продолжить, но я так понимаю, что вы хотите перейти к следующему вопросу. Нет, мы вас слушаем. Хорошо, спасибо. Что касается качества. Качество сегодня медицины, в первую очередь, мне кажется, зависит от, безусловно, от грамотности и подготовленности наших врачей. Я не говорю, допустим, что наши врачи некомпетентны в чем-то, безусловно. Но повышение квалификации, выезд их для повышения квалификации в Россию или в другие страны просто необходим. В любой отрасли, будь то хирург, будь то стоматолог. На сегодняшний день многие наши граждане, закончив обучение в России, получив степени, продолжают работать там. Из-за чего? Из-за того, что они не могут развиваться здесь, не могут приехать, не подготовлена площадка для этого. Нет оборудования соответствующего и так далее. В этом направлении, я знаю, закладываются программы. Вообще, на самом деле, правильнее не местечково что-то делать, а закладывать крупные, серьезные проекты, программы, которые бы получали бы финансовое обеспечение, безусловно. Спасибо. Вам спасибо. Вот вы в своем выступлении отметили, что закон о здравоохранении принят, но вы при этом подчеркнули, что он неэффективен. Дело в том, что, еще раз говорю, не только закон об здравоохранении. Я вот для себя немножечко проштудировал, посмотрел эти моменты, я вам могу даже перечислить. Вот как не специально, что называется, но закон о здравоохранении, о туристической деятельности, о репатриантах, значит, о мерах по социальному, лучше очки, наверное, одену, о соцзащите инвалидов, о государственной молодежной политике, о науке и так далее. Вот все эти законопроекты сегодня не подкреплены финансовым обеспечением. Что это значит? Кабинет министров не принимают нормативные акты, да? Соответственно, соответственно, контролирующие органы, которые приходят, проверяют, ну вот представьте себе, да, элементарно. Но это не только, допустим, по законопроектам, это и по постановлениям Кабинета министров. Тут можно дискутировать долго, что именно конкретно, можем тоже поговорить. Я думаю, Дауд как юрист согласится, либо продолжит. Дауд Витальевич, складывается картина, когда законы принимаются, но встает вопрос их качественного исполнения, вот качественного внедрения в жизнь. Получается, мы их принимаем, но мы не всегда в силах их внедрить в жизнь. Как переломить эту ситуацию? И вообще, вот есть ли у депутатов и такие сегодня возможности? Дауд Витальевич, вопрос вам. Ну, если можно, я отвечу так. У депутатов какие возможности? У депутатов прежде всего есть контролирующие функции. Это раз. Но я хотел бы еще, знаете, о чем сказать. Необходимо принимать все-таки законы, которые будут работать. То есть надо с самого начала понимать, да, есть какие-то пункты в законах, которые ну да, мы вносим их, они красиво звучат, красиво написано. Но совершенно не факт, что они будут работать. Я просто сейчас как бы не отдаляюсь от темы, просто, да, вот хочу немножко напомнить, да, закон о государственном языке. Прекрасный закон, прекрасные заложенные в нем нормы, но не работает. Мне кажется, просто надо с самого начала, если мы говорим вообще о законах, надо с самого начала относиться к ним, скажем так, критически. Надо понимать, насколько что-то может работать, насколько не может. А у нас принимается закон, там, как правило, мы берем аналоги, допустим, да, из других государств.
Ну, там совершенно другая система, у них реально работает государственный аппарат. То есть есть два момента, которые я считаю самые важные. Да? То есть контролирующая функция парламента необходима, и прежде всего необходима не только от парламента, но и вообще власть, то есть сила государства. Аппарат власти должен работать для исполнения законов, и сам закон должен быть справедливым и качественным. Так, чтобы наши граждане хотели его исполнять, а те, кто не хотят исполнять, чтобы они уже были вынуждены его исполнять, потому что есть аппарат власти, который заставляет. Ну, это комплексный подход. Если можно, дополню, Саид, если ты закончил. Конечно. Ой, Дауд, извини. Считаю, что если закон не может быть обеспечен финансированием, то действие определенных его статей необходимо приостанавливать. Не только в законе, но и в постановлениях, которые принимает Кабинет министров. И что касается при разработке законопроектов, я все-таки склонен к тому, что нужно, изучая законы других стран, брать оттуда то, что там есть хорошее, а потом уже, что называется, тюнинговать под себя. Потому что разработка законов, целые институты занимаются этим, понимаете? А при нашем ресурсе и финансовом, и административном, в том же парламенте, я думаю, Дауд прекрасно это знает, взять закон изначально с самого нуля, разработать его, всю схему и все необходимые туда, все, что нужно внести, я думаю, не так просто сегодня. Другое дело. Может дополнить? Тут один момент. Да, понятно, что в принципе законы для того, чтобы исполнялись, нужно необходимое финансирование. Но мы же с вами знаем, Беслан Шутикович, что все равно любой закон, который проходит через парламент, он в принципе получает финансовое обоснование. Безусловно. Уже от Кабинета министров. То есть я не знаю, почему они так относятся. Может быть, они относятся так, закрывая глаза. Ну да, вот написали финансовое обоснование. Но в принципе, да, все это прописано. Если закон принимается, значит необходимо финансовое обоснование. И любой закон, который принят, он это финансовое обоснование получил. Но на практике получается, что не работает. Поэтому мне кажется, я все же делал бы уклон на то, что закон должен быть справедливым, так, чтобы люди хотели ему подчиняться. Ну а если люди не хотят подчиняться, закон должен быть, скажем так, сильным, агрессивным. То есть аппарат власти должен работать на то, чтобы закон исполнялся. В принципе, противоречий не было. Нет, разумеется. Я сказал, нет, да, я с ним согласен. Единственное, вот в том, что говорит сейчас, да, Дауд Витальевич, безусловно так. Я бы предложил еще многим послушать, когда вот президентский посыл идет, когда президент выступает и говорит, какие направления, какие интересные... обращение вы Да, когда президент обращается. Ежегодное, да, по-моему, в этом году не было. Послание это на самом деле правильно и нужно смотреть. Мне кажется, законы ненужные, неинтересные в этот момент в этом посыле не будут. Но если они есть, обратить внимание, здесь уже явно будет финансовое это вы говорите уже о взаимодействии, я так понимаю, безусловно, а как без взаимодействия? Коллапс наступает тогда, когда люди делают все вопреки того, что необходимо. А вот как раз вы перешли к теме взаимодействия ветвей власти, и вот в связи с этим хотел бы у вас спросить, вот каким вы видите вот баланс во взаимодействии между ветвями власти, то есть между исполнительной, судебной и законодательной ветвями власти? На эту тему идет очень много разных рассуждений. Хотелось бы услышать ваше мнение, уважаемые кандидаты. И Беслан Шутикович. Вы знаете, вот, конечно, безусловно, самая, наверное, основная составляющая, каждый должен заниматься своим делом хорошо. От этого зависит все остальное. Как оно будет выстроено в нашем государстве. Взаимодействие и в то же время контроль, о котором мы все время говорим, он необходим. Перераспределение. Да, он необходим. Вот если чуть-чуть отойти от этого и начать от, скажем, основ, да, всего, что у нас происходит. Когда общество разделено, когда в парламенте, либо в правительстве происходят такие вещи, когда люди есть свои и не свои, а я, например, такой позиции не понимаю, да, я и тогда независимым кандидатом и сейчас выдвинулся, потому что для меня общество не делится на тех или других. Для меня делится на жителей, народ Абхазии, для которого мы идем в парламент, либо в ветви власти работать для этого народа. Это непростые слова. Мы с Даудом друг друга хорошо знаем и буквально, наверное, за всю свою работу именно только этим и занимались мы, да? Если есть это понимание, есть взаимодействие, это хорошо.
Если этого нет, я считаю, что и контрольные функции здесь необходимы. Причем со стороны парламента, в который мы, допустим, идем. Да? Ну вот нужно ли вот это перераспределение власти между исполнительной и законодательной ветвями власти? Ну, я думаю, да. А как иначе? Знаете как, вообще работа должна вестись всегда, согласно вызовам времени. Если время требует, значит необходимо. Но не надо менять чего-то глобально. Я так думаю, знаете, любая система, она развалится, если она прогнила. Но если система не гнилая, то практически любая система работает. Худо, бедно, но работает. Пока, допустим, да, в нашем государстве система работает, менять надо очень точечно и не спеша. Если система развалится, сама жизнь нас заставит изменить все. Угу. Спасибо большое. Согласно формату у вас есть возможность задать вопрос друг другу. Ну, на самом деле, я бы не то, что хотел задать я вопрос. Вот когда Дауд представил свою программу, мне попалась в руки программка твоя, и значит, жительница села Удза подошла ко мне и попросила объяснения в той части, где, вот извини, вот так вот у меня получилось, для предпринимателей. Для предпринимателей, да. Речь идет о сезонном кредитовании. Я могу сам разъяснить, если это необходимо. Я что хочу сделать? Вот смотрите, вот в формате нашей встречи, допустим, поговорить и обсудить даже этот момент, если это возможно. Да, вот это интересно. Это вопрос. Средний частный бизнес, который сегодня, естественно, необходимы кредиты. И в этом формате, если это интересно, мы можем обсудить. И ваш вопрос Дауту Витальевичу. Да, как это сделать? Да, вот. Если он это может сказать, я с удовольствием поддержу, и мы обсудим эту тему вместе. То есть разъяснить суть предложения. Да. Ну да, безусловно. Попрошу это сделать как можно лаконичнее, понятнее и короче. Ой, знаете, я очень кратко, насколько это возможно, записал это в программе, так, чтобы людям было просто читать, чтобы они не запутались. Ну, постараюсь тогда уже и на словах как-то. Если будут какие-то вопросы, вы задавайте, потому что я да, вы можете ответить на вопрос. Я вот что хочу сказать. Дело в том, что у нас, да, вот в Пицунде, вообще не только в Пицунде, и в Гагарском районе, да, очень много людей, предпринимателей, которые живут, я буду более на конкретных примерах, допустим, да, мы знаем за счет того, что принимают отдыхающих. Многие из них имеют свои мини-отели, да, сдают комнаты. То есть я вот что предлагаю. Ну вот, чтобы было понятно. Допустим, перед каждым сезоном эти люди, им приходится готовить, собственно, свои мини-отели к приему отдыхающих. Надо провести косметический ремонт, еще какой-то. Это уже это небольшая сумма, но, чтобы вы понимали, для жителей Гагарского района, да, апрель, май месяц, да, март, это самые тяжелые месяцы. Это именно те месяцы, когда необходимо, да, максимально аккумулировать средства для того, чтобы подготовить свой бизнес к сезону. Да, и суть предложения? А суть предложения в том, что обратиться уже к национальному банку, естественно, для того, чтобы они дальше уже провели работу с соответствующими банками и остальными, чтобы выдавался новый вид кредитования. Это очень короткий, я его так называю, так, знаете, сезонным кредитованием, то есть на несколько месяцев. Да? Даже если будут повышенные процентные ставки по сравнению с обычно, обычно, я насколько знаю, у нас около 18% годовых. Даже если будут чуть повыше, то есть получается 1,5% в месяц, если разделить. Даже если будет 3%, да, то это будет в результате все равно гораздо меньшая сумма, чем у нас наши граждане берут с рук у процентщиков деньги и платят там по 10% в месяц. То есть, в принципе, это будет выгодно гражданам, потому что им надо будет в конце лета уже, да, начинать отдавать суммы гораздо в меньшем процентном соотношении. И это будет выгодно для государства, потому что для того, чтобы брать этот кредит, необходимо легализовываться. То есть выходить, да, из серого бизнеса, выходить на чистый. То есть ваше предложение перед сезоном давать людям деньги в кредит. Да. Дауд Витальевич, у вас есть возможность задать вопрос своему оппоненту.
Ну, у меня к Беслану Шутиковичу вопросов нету. Я единственное, что хотел сказать при этом, что мне, в принципе, очень приятно, что я участвую в этой предвыборной гонке, да, и пытаюсь состояться как кандидат в депутаты, да, в окружении таких кандидатов. Я имею в виду не только Беслана Шутиковича, но и Беслана Алексеевича, который сегодня, к сожалению, не смог присутствовать. Это люди, которые в свое время, будучи молодыми людьми, взяли в руки оружие, защищали нашу страну, в том числе и мою возможность выступать сегодня здесь. Да, поэтому понятно. я просто хотел пожелать им успехов. Спасибо. Если у вас вопросов друг к другу нет... Я по поводу его выступления на мой вопрос-ответ, да, то, что Дауд Витальевич дал. Безусловно, сегодня парламент, да, в парламент своих кандидатов выдвигает комиссия, которая существует при Национальном банке. То предложение, которое предложил Дауд Витальевич, оно, безусловно, похвально. Но, к сожалению, сегодня вот в нашей банковской системе это не совсем возможно. Вот если помните, в 2016 году парламент поддержал, со стороны правительства было инициировано, что в бюджет было заложено, по-моему, 300 миллионов у нас было заложено для поддержания частного и среднего бизнеса. К сожалению, это не включилось, не получилось, бюджет не был полностью собран, и не вышла эта ситуация. Да. Для чего это было сделано? Для того, чтобы поддержать, чтобы государство дало гарантии перед банками в какой-то части. То есть вот за ту сумму, там 25% или что, чтобы выплаты взяли на себя государство. Вот это более реально. Если мы снова вернемся к этой ситуации и разовьем ее, там, ну, будет он в парламенте или кто другой, я от всего сердца, то там эту ситуацию надо. Либо можно брать и процентную ставку на себя, либо государство берет на себя процентную ставку, тогда банку будет более понятно, они захотят сотрудничать, государство рассматривает проекты, соответственно, банк понимает, что этот проект интересен государству, поддерживает, дает кредит и может быть даже участвовать в этом бизнесе. Тогда есть логистика. В России есть возможность банковского сопровождения. То, чего, допустим, у нас в Абхазии пока сложно сделать. Вот если эти вещи поработать, подумать над этим, предложений очень много. Получается, я правильно понимаю, что вот в той форме, в которой Дауд Витальевич предоставил этот проект, пока он к реализации не готов. Это я согласен полностью, да, это похвально. Мы даже все 35 депутатов сегодня... Сама инициатива вы имеете. Да, безусловно. Но если сегодня все 35 депутатов мы обратимся через представителей, которые представлены в банковском... секторе. Ну, не секторе, а мы представляем, ой, Господи. Все равно у нас ничего не получится, пока банки сами не примут это решение. А банки не примут. Экономика, к сожалению, у нас сегодня. И вот финансовая составляющая, к сожалению, времени все меньше и меньше. Вот я понимаю, что вы хотите высказаться. Дауд Витальевич, пожалуйста. Да, вы знаете... Только коротко, пожалуйста, если можно. Хорошо, я постараюсь, насколько это возможно. Я не экономист по образованию, но прежде чем предлагать такое, я, естественно, посоветовался с экономистами. Мне сказали, что это возможно. Для этого необходима добрая воля как со стороны государства, так и со стороны, естественно, банковской системы. У нас, знаете, вот на мой взгляд, сейчас не хочу нахваливать, у нас очень интересный председатель Национального банка. Он делает уже то, допустим, да, что 2 года назад нам казалось там невозможным, сегодня это уже происходит. И я, честно говоря, просто я хочу, чтобы вы понимали, я это не придумал, сидя за компьютером, я не лезу в те дела, в которых я не разбираюсь, я юрист по образованию. И я советовался с экономистами, и мне сказали, что это в принципе возможно, объяснили, как это все происходит, просто невозможно объяснить в рамках маленькой передачи. Да, я понимаю. Поддерживаю своего коллегу, но, к сожалению... Это невозможно. Нет, это невозможно. Спасибо. Наше эфирное время подходит к концу, и у вас, уважаемые кандидаты, есть по 1 минуте для заключительного слова, и мы начнем с вас. Время быстро пролетело. Да, жалко. Когда хочется поговорить и обсудить что-то, к сожалению... Ваша минута пошла. Хорошо. Уважаемые избиратели, я долго думал, знаете, о чем рассказать в конце передачи.
Там я, когда планировал эту речь, собирался рассказать о некоторых принципах, о некоторых своих предложениях. Не получилось, формат передачи по времени не позволил. Сейчас не буду тоже растекаться на эту тему, встречусь с избирателями лично, да, с кем-то уже встречался и объяснял. Сейчас я хочу рассказать о другом. Так уж сложилось, что у нас, в принципе, не то что в нашем округе, вообще по Абхазии, большинство депутатов люди не публичные. Мы практически не знаем, чем они занимаются. Мы не слышим об их успехах. Мы не слышим о тех задачах, которые они не смогли выполнить. Я хочу просто обещать, что в случае, если выбор избирателя пойдет на меня, я хочу внести такую новую традицию. Меня будут видеть здесь, на телевидении, меня будут видеть на местах, собственно, да, при встречах с избирателями. Далее я что еще хотел сказать? Дело в том, что да, меня всегда легко увидеть, потому что я чей-то брат, чей-то сосед, чей-то друг. Я вырос со многими избирателями, с их детьми и со всеми дружу. Ладно, я вижу, мы не успеваем, поэтому позвольте просто поздравить их всех с началом весны. Желаю всего самого лучшего. Спасибо. Надеюсь, в такие теплые дни также все у нас и пройдет. Большое спасибо, Дауд Витальевич. Не за что. Слово вам, Беслан Шутикович. Вы знаете, вот с площадки, предоставленной в прямом эфире нашей телерадиокомпании государственной, я слышал разные отзывы в адрес парламента, в том числе и нелестные. И эти отзывы исходили от людей, которые, наверное, в жизни, если что-то сделали уже, то, наверное, не так много или не сделали еще вообще ничего. И, безусловно, это обидно, потому что те решения, которые принимал парламент, они были, я думаю, достаточно компетентными, и в сложной обстановке мы все-таки делали и принимали правильные решения. Сегодня вот мы говорим об Апсура, да, немножечко, по-моему, здесь получается не так, как в Апсура должно быть. Плюс, вы знаете, сегодня люди, не нюхавшие пороха, могут завтра сказать, что мы не так воевали, к сожалению. Я бы хотел обратиться сейчас к депутатам парламента 5-го созыва и к ребятам нашим в аппарате парламента, в котором и Даур находился, что за все эти 5 лет для меня было честью работать с ними. Я благодарен им и горжусь, что такая возможность мне была предоставлена работать именно в этом созыве. Что касается дальнейшей моей работы, я вот просто от всего сердца, мне не просто симпатичен, это мой младший брат. Я хотел бы, чтобы молодые ребята, такие достойные, как Дауд, представляли сегодня нас не только в парламенте, но и в ветвях власти, потому что они действительно грамотные. И хотелось бы, чтобы еще и был опыт. Опыт, который немаловажен при решении сложнейших вопросов. И еще один момент, если можно. Я бы хотел, уважаемый наш народ, сограждане, чтобы когда вы делали выбор, смотрели, кого выбираете. Я сейчас не о нас с Даутом. Люди идут в парламент, некоторые, я смотрю, для того, чтобы сводить, наверное, свои личные счеты с кем-то. Считаю это неправильным, это вовлечет нашу страну в коллапс очередной. Никто не имеет права так поступать со своим народом и со своей страной. Недавно прощенное воскресенье было. Я бы хотел попросить прощения у всех, если я кого-то обидел или не заметил, что называется. И плюс строгий пост начался. Я прошу у Бога, чтобы мы все, наш народ и наша Абхазия с достоинством выходила из любых положений. Храни нас Господь. Большое спасибо. На этом наша встреча подошла к концу. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что у нас в эфире были кандидаты в депутаты Народного собрания от Пицунского избирательного округа номер 9. Спасибо вам большое. Всего доброго.